Програма «Саба» триває в ефірі телеканалу АТР. І зараз будемо говорити про дуже цікаву тему, а власне кажучи, про гучну прем'єру, яка має відбутися 7 березня. Прем'єра першого повнометражного анімаційного мультфільму за жанром фентезі «Викрадена принцеса. Руслан і Людмила». Власне, про осучаснену версію класичного твору ми говоримо з її режисером Олегом Маламужем. Доброго ранку, пане Олеже. Які у вас емоції перед прем'єрою? Перед премьерой уже, честно говоря, отдыхаешь. Потому что мы очень долго его делали, очень старались получить очень высокое качество. И это были таких тяжелых 5 лет производства, разработки и производства. И сейчас уже мы рассказываем о том, как мы это делали. Это легче на самом деле, чем производить, потому что приходилось контролировать очень много количества вопросов, очень много технических, очень много творческих. И сейчас уже, наверное, такое, получая, вот мы сдавали Держкино, фильм показывали, уже получая такие отзывы хорошие, положительные, восторженные. Это приятно, и уже, можно сказать так, ждем сами еще, как массовый зритель увидит, как он отзовется в фильме. Ну, от, принаймні, у нас є можливість подивитися невеличкий трейлер цього мультфільму, у що вилилось ваші 5 років життя. Ось зараз ми можемо переглянути. Це Київ. Чудове місто. Править ним славетний князь Володимир. А це я, звичайний... Актор. Трубадур. Пасікало. Алло, ти що, заснув там? Га? Руслан! Безталанне бродяче трубадурисько! Я так хочу все це кинути і стати лицарем. Та якось на околицях Троєщини я зустрів її. Швидше, покличте варту або лицаря якогось. І як тут було не сказати? Лицар Руслан до ваших послуг. Кому начистити за право? І тут таке почалося. Кожні 100 років Чорномор викрадає закохану принцесу. Хто поверне принцесу цілою та неушкодженою, той стане її чоловіком. Я бачив багато сміливців, які вирушали до Чорномора. Однак жоден ще не повернувся. Заради Міли я піду хоч на край землі. А тобі що? Особисте запрошення потрібне? Ні, я вже біжу. Чарівний пендель. І це я ще у півсили. Сюрприз! Ні. Ми працюємо, доки є хоч один глядач. Що? Або хоч один слухач. А? Хто тут? Хочеться подивитись ваш мультфільм, насправді, не дивлячись на те, що вже давно не в дитячому віці, але насправді дуже позитивний, досить заряджає такими позитивними емоціями трейлер. Підкажіть, будь ласка, як, власне кажучи, до вас потрапив сценарій, хто його писав? Сценарий написал Ярослав Войцешек. Мы вчера еще презентовали уже вместе с ним в блоке премьер марта, который в марте выходят украинские фильмы. И тоже это очень достаточно длительный был процесс, потому что сценарий от начала создания до конечной версии проходит достаточно много этапов. Плюс мы еще консультировались, отправляли это американским специалистам, скрипт-докторам, которые оценивали, насколько сюжет, насколько шутки, они не только локальны, но они подходят для международного рынка. Понятны ли они в Америке, понятны ли они там, в Южной Америке и так далее. То есть на всех рынках для всех зрителей будут ли они доступны. Потому что у них опыт есть производства именно для
всего мира. Як ви вважаєте, ну от власне ви, коли я хотіла про це запитати обов'язково, от коли ви власне затверджували сценарій і прописували його, ви його прописували для українського глядача, ну тому що древня славянська історія досить відома, ну принаймні там дітям мого покоління, тих, хто виріс на таких казках. Ну не знаю, як щодо сучасних дітей, можливо, для них вона буде за рахунок якогось кольору, якості анімації цікавою. А от власне, чи буде це зрозуміло, наприклад, дітям з Польщі, чи це буде зрозуміло дітям з Британії, з Франції, з Литви? Ну, в принципе, сейчас уже фильм продан более чем на 40 территорий. Ого. Да, то есть у нас очень хороший результат по продажам, и дистрибьюторы, когда принимают решение о том, что они покупают, они оценивают, они знают свой рынок, они знают, кому они будут показывать, и для них очевидно, что это будет достаточно понятно и успешно. Когда они принимают решение о продаже. И, соответственно, ну, у нас и история, мы фильм делали по мотивам. Это не сюжет недословный по оригиналу, он достаточно сильно отходит от оригинальной версии. У нас Руслан – это актер, в оригинале это по-другому. И сама сюжетная линия у нас была очень довольно-таки сложный процесс. Это весь сюжет вместить в полнометражный фильм. Реально сюжет событий там больше, они никак не помещались в 85 минут. Это было очень сложно, но многие вещи еще сами же были написаны в сценарии, были придуманы, были нарисованы в аниматике, и потом мы, к сожалению, должны были это все дело вырезать, чтобы получить достаточно плотную, вот, поместиться в формат. От, власне, про саму технічну частину анімації я б хотіла поговорити, що це за технологія, тому що ну, вона майже нічим не відрізняється від Діснею, від Піксару, від того, що ми звикли бачити у іноземних мультфільмах. Мы очень сильно изменили и улучшили технологию, потому что мы начинали, когда стартовали, это была студия делала сериал делал достаточно простой, и постепенно там, от первого эпизода мы очень сильно усложняли, старались смотреть, как делают они, потому что есть и на Ютубе, и есть курсы анимационные для обучения специалистов, мы использовали американские, чтобы понять, как у них получается такое качество. Плюс, ну, я 20 лет в анимации, я работал с французами достаточно долго на совместном предприятии таком Борис Фен, и я знал, как производится продукт для международного рынка. Достаточно хорошо знал, то есть и полнометражная, и сериальная продукция. Здесь технологически, ну, вот, мы усложнили очень сильно процесс, что дало нам очень высокое качество. Мы сначала мультфильм рисуем, то есть у нас после сценария мы делаем озвучку. Потом мультфильм рисуется руками, как бы, если бы это был рисованный мультфильм, не все кадры, разыгрываются сцены в рисунках, монтируются со звуком, с музыкой, и мы практически в рисованном варианте видим весь мультфильм, можем проверить его сюжет, можем проверить, насколько это интересно. Мы тестируем, показываем это зрителю. И понимаем, что где лишнее, что где мешает. Может даже изменяться сценарий после первого прохода вот всего мультфильма. У нас достаточно сильно изменилось, сценарий переписывался, и потом опять мы рисовали. И это опыт и диснеевской, и пиксаровской студии. Потому что если вот изучать, как они делали, мультфильм «Ап», всем известный, вначале это был мультфильм о короле и его сыновьях, летающих в замке. И это практически было сделано, а потом это оказалось о дедушке, который путешествует на воздушных шариках со всем своим домом. То есть сюжет очень сильно вообще изменился кардинально, даже герои главные. У нас же такое не произошло, мы изменяли определенные ходы, определенные эпизоды переделывали. И дальше, вот когда получается аниматик, мы отдаем это уже в 3D-отдел, там выставляются камеры, все, и после этого мы еще дополнительно снимаем актеров. Каким образом? В павильоне с помощью на камеру мы снимаем все действия, которые должны быть в мультфильме, которые возможно снять. Если это не четвероногое животное, мы не можем актера заставить так двигаться. Пробовали, не получается, не похоже. Даже профессиональные пантомимщики не всегда попадают. Поэтому мы человеческие вот, эмоции, человеческие движения, розыгрыш снимаем сначала с актерами, находим правильные для нас нужные ходы, розыгрыш, который бы устраивал, монтируем, делаем такой, по сути, кино.
на черном фоне, актер отыгрывает, мы это сами монтируем полностью эпизод, и потом приступаем только к анимации. И вот аниматор достаточно долго потом, смотря на эти движения, добавляя то, что там использует 12 анимационных правил Диснея еще, микшируя их, он получает вот результат, который вы сейчас имеете. То есть до такой качественной анимации идет очень-очень длинный путь. И этот путь практически, он может занимать до 6 месяцев. А для одного шота. Ну, принаймні, я коли дивилась, наприклад, як починав працювати студія Disney, як вони працювали зі своїми принцесами, вони наймали спеціальних, власне кажучи, акторок, з яких типажу, з якого обличчя яких вони малювали, власне, і принцес, і потім вони ще знімали на кінокамеру, дивились на міміку, тобто, щоб аніматори могли перемалювати. Наразі технологія, вона удосконалилась, але фактично сам підход, він не змінився. Тобто всі актори, які озвучили персонажів, вони також знімались на камеру, вивчались їх рухи, міміка, обличчя. У нас это разные актеры. То есть в этой ситуации у нас получается озвучка оригинальная у нас английская. И эта запись была в LA, в Штатах. Они записывали звук, а здесь мы уже снимали актеров, которые могут разговаривать свободно на английском и которые могут играть именно для анимации. А які це актори? З якої країни? Наши. Просто мы очень сильно делали кастинг специфический. У нас получается для того, чтобы в видеореференсах использовать актера, актер должен обладать совсем немножко другими качествами, как для киноактера и театрального актера. Мы очень много перебирали. То есть один из моментов знания английского языка оказался не таким легкой задачей. Немногие свободно говорят, быстро запоминают и потом воспроизводят реплики на английском языке достаточно свободно. Плюс актер для разных сцен мы использовали разных актеров. Если у актера хорошая мимика и очень хорошо работает лицо, мы его используем для крупных планов. Если актер очень хорошо движется и может хорошо отыгрывать телом, движения, и эти движения похожи на анимационные, есть отличия. То есть то, что мы видим в театре, это не мультфильм. То, что мы видим в кино, это не мультфильм. Мы специально заставляем и объясняем актерам, как нужно двигаться, как если бы это двигался анимационный персонаж. У Диснея это делают аниматоры сейчас. То есть у них каждый аниматор берет свою сцену, сам отыгрывает, монтирует, показывает супервайзеру, режиссеру. И если утверждается эта актерская игра, он начинает анимировать свой шот. Мы же делали с актерами, чтобы получать цельную картинку, чтобы получать цельный результат, и нам так было проще производить. Хто займався, власне, за яким принципом ви обирали людей, які озвучили мультфільми? І от, власне, ми у трейлері, я почула кілька знайомих голосів, може ви назвете ім'я людей, які озвучили головних персонажів? У нас по дубляжу украинскому просто невероятно звездный кастинг. У нас озвучивали группа «Время и стекло», Надя Дорофеева и Алексей. Озвучивали Милу и Руслана. Потом у нас Юра Горбунов озвучивал Кота, Фагот озвучивал Фина, Черномора озвучивал актер дубляжа. Именно профессиональный актер, который многие годы этим занимается. Потом Усик озвучивал у нас одного из бандитов, Александр, да. Стюк озвучивал другого. То есть мы собрали очень голову, у нас озвучивал Монатик. То есть практически. А за яким принципом ви обирали голоси як режисер? От що вам потрібно почути, щоб зрозуміти, так, от ця людина, це якісь специфічні інтонації, чи це якась гра, чи це якась особливе... Многие из них уже озвучивали, участвовали в дубляже, некоторые делали это в первый раз, и для них это был хороший опыт, и для нас было интересно работать, потому что, в принципе, участие вообще таких звезд для проекта полезно, и для рекламной кампании, и это добавляет интереса со стороны аудитории зрительской, потому что у меня дети даже, когда Надя Дорофеева с Алексеем озвучивали наших персонажей, они просили: возьми автограф. То есть для них это звезды, которые им очень интересно посмотреть и послушать в самому фільмі. Скажіть мені, на останнє коротке питання. От ви сказали, що ви осучаснили сюжет, тобто навіть із трейлеру видно, що там у древньоруському Києві
у древньому Києві події відбуваються на Троєщині. От якими ще засобами ви осучаснили цей сюжет? І насправді, ну, що може ще зачепити дитячу увагу? В яких персонажах вони, можливо, впізнають досить знайомі обличчя? Для детей у нас отдельно, то есть мы когда создавали персонажей, разрабатывали сценарии, мы вводили специально персонажей, которые маленькие, которые милые, и хомяка, который уже и в метро был у нас, и на улицах Киева гулял, уже многие видели. Был создан хомяк, который является таким поводырем наших героев в сказочном мире. Помогает им, выручает, с ним очень много смешных ситуаций происходит. И есть Синица, это подруга Руслана, которая помогает ему и на сцене, она его ассистент такой, и очень немаловажную роль играет в самом сюжете, помогая ему в ситуации, когда он попадает в проблему какую-то. Она поддерживает его, выручает в приключениях, очень много старается тоже поддержать, насколько ее, возможно, маленький персонаж может помочь большому дяде. Маленькі, але бойові помічники. Да. Дякую. Олег Маламуш був гостем сьогоднішньої студії. 7 березня виходить у прокат анімаційний, перший повнометражний анімаційний фільм, який зняла студія «Анімоград». Називається він «Викрадена принцеса Руслана і Людмила». Бажаємо вам успіху і гарної прокатної долі. Сходіть в кіно. Гарного вам дня і приємних вихідних. Дякую.